Работы так называемой второй очереди на мосту через реку Човью начались в октябре 2017 года. Сейчас они выполнены на 85%. Старая конструкция полностью разобрана, а на ее месте появилось новое сооружение. Срок довольно небольшой для столь капитального строительства. И чтобы успеть, подрядчику приходилось работать в 2 смены. Впрочем, сомнений в том, что организация справится с поставленной задачей, у заказчика, столичной администрации, не возникало. В первую очередь новые переправы, открытые 2 года назад, возводила эта же компания. Подрядчик на следующей неделе подойдет к асфальтированию и к работам по установке освещения, ограждению, уже те не самые большие работы, которые здесь остаются. Поэтому на сегодняшний момент сомнений по срокам нет. По срокам контракта работы должны быть закончены до 31 октября текущего года. Ну, на сегодняшний момент мы еще раз убедились, что этот срок более чем реальный и, возможно, даже с неким опережением мы этот мост в октябре откроем. Вторая очередь моста через Човью обошлась дешевле, чем первая, при том, что оба сооружения оказались совершенно идентичны. Первый мост, введенный в эксплуатацию в позапрошлом году, обошелся бюджету примерно в 173 миллиона рублей. Проектная стоимость второй очереди – около 126 миллионов. 60 из них – средства республиканского бюджета, остальные – деньги города. 2 моста-близнеца, даже проект звучит сегодня, да, мост через реку Човью, первая очередь и вторая очередь. Одна проектная документация, у нее просто название. Принципиальное отличие этих очередей – это только устройство подходов. В данном случае в первой очереди устраивались подходы, как их там не было, да, а во второй очереди подходов уже таких нет, просто разбирался старый мост. На следующей неделе рабочие приступят к укладке дорожного полотна. Положат защитный слой после выравнивающий, ну и само покрытие, которое будет изготовлено по технологии щебеночно-мастичного асфальтобетона. Предполагается обновить освещение и ограждение. Но главное, движение в итоге станет 4-полосным. Это так называемый задел на перспективу, с тем, чтобы в будущем можно было приступить к расширению самой дороги, связывающей Сыктывкар с Эжвинским районом. Антон Булаев, Иван Богомолов, телеканал Юрган, Сыктывкар.